Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем момент задержания предполагаемых членов ОПГ «35-я коробка». Камалов подозревает в совершении преступления, относящихся к категории особо тяжких, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. Их подозревают в вымогательстве и похищении человека. Расскажем о дрифте на внедорожнике во дворе жилого дома. Сейчас занят оформлением документов сотрудниками ДПС. От этого зависит будущее моего водительского удостоверения. И почему владелец уверяет, что не сидел за рулем. А также в Казани задержали нетрезвого лишенного прав водителя с наркотиками в салоне. Волкотек будем продавать? Нет. Не будете продавать, да? Это и не только. Прямо сейчас. В Казани задержаны подозреваемые в похищениях человека и вымогательствах. Сегодня Советский суд Казани избрал им меру пресечения. Следователи установили, что за их плечами и наезды на бизнесменов, и требования миллионов рублей взамен на свободу, избиения и угрозы целым семьям. Забирали деньги, машины, жилье. Полицейские разыскивают других пострадавших от предполагаемых членов ОПГ «35-я коробка». Нависа Минязова с подробностями. Иначе я не могу ответить. Я не знаю, кто там подключен. Не успев зайти в зал суда, Руслан Камалов, один из 4 подозреваемых в крупных вымогательствах и похищении человека, пытался сорвать процесс, не выполняя требований судьи. Все изменилось после перерыва и объяснения ему правил поведения на заседании. Камалов подозревает в совершении преступления, относящихся к категории особо тяжких, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет. При этом, находясь на свободе, опасаясь назначения наказания в виде лишения свободы, ранее судимый, не проживающий по месту регистрации Камалов, может скрыться от органов предварительного следствия суда. Его и еще 2 мужчин, Аркадия Каракашана и Романа Савенко, подозревают в похищении человека и вымогательстве. Следователи установили, что в августе 2018 года они потребовали 2 миллиона рублей у высокогорского бизнесмена, с которым раньше были знакомы. Тот платить отказался, за что его насильно вывезли в частный дом в поселке Царицыно. И там под угрозами расправы забрали у него Porsche Cayenne и 50 тысяч рублей, которые лежали в салоне. Мужчину отпустили, но за возврат иномарки потребовали 400 тысяч рублей. Он успел отдать только 150, затем скрывался от вымогателей, а после написал заявление в полицию. Вы считаете, что вас оговорили? Там много раз было. 4-го мужчину Айнура Шакирова подозревают в вымогательстве квартиры у своего знакомого. Следователи установили, что в феврале 2019 года он с неустановленными пока лицами похитил его и под угрозами заставил переоформить квартиру в одном из домов на улице Латышских Стрелков стоимостью более 3 миллионов рублей. Потерпевший был вынужден согласиться с требованиями. У нотариуса подписал доверенность на право распоряжения принадлежащему квартиры, а после того, как квартира была продана, он обратился в правоохранительные органы. Покупатели были добросовестными и не знали, каким образом жилье доставалось продавцам. На след предполагаемых преступников вышли в этом году и задержали их 2 дня назад. Следователи предполагают, что все они члены преступной группировки «35-я коробка». Но участие в организованном преступном формировании им пока не вменяется. Все ранее неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений. В ходе задержания и проведения обысков по местам проживания членов группы обнаружен и изъят предмет, похожий на огнестрельное оружие. Изъятые направлены на экспертизу. По данным фактам были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Сегодня Советский районный суд отправил Руслана Камалова, Романа Савенко и Айнура Шакирова под стражу на 2 месяца. Аркадию Каракашану назначили домашний арест. Он пошел на сделку со следствием. Полицейские, гарантируя анонимность, просят всех, кто пострадал от действий подозреваемых, позвонить по телефонам, указанным на экране. Нависа Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Неудачный дрифт водителя ховера во дворе дома по улице Волгоградская привлек внимание сотрудников Росгвардии. Мужчина не вошел в поворот и въехал в сугроб. Все это произошло на глазах людей в форме. Посчитав, что у водителя имеются признаки алкогольного опьянения, они вызвали на место автоинспекторов. Айгуль Батрудинов расскажет, что было дальше и как произошедшее объяснил владелец автомобиля. За что задержали вас? Прогуливался. Мужчина пытался убедить всех окружающих, что он не сидел за рулем ховера. И вся эта ситуация просто досадная ошибка. Вот только вдаваться в подробности не спешил. Ну, вы, может, свою версию расскажете вообще, что было? Не хочу делиться, потому что сейчас занят оформлением документов сотрудниками ДПС, то есть общаюсь с ними, то есть вы меня отвлекаете от этого. От этого зависит, собственно, будущее моего водительского удостоверения.
О перспективе на ближайшие годы превратиться из водителя в пешехода мужчина задумался сразу после того, как его машина въехала в сугроб. По одной из версий, во дворе дома по улице Волгоградская мужчина решил войти в поворот в управляемом заносе. Но в процессе занос превратился в неуправляемый. Мужчина потерял контроль над машиной и врезался в большую кучу снега. Неудачный дрифт он совершал на глазах сотрудников Росгвардии, дежуривших неподалеку. Оценив ситуацию, они вызвали на место сотрудников ГИБДД. Впрочем, все это владелец внедорожника впоследствии опровергал, заявляя, что он вместе со своими знакомыми просто толкал свою припаркованную машину, которая застряла в снегу. А за рулем кто был? За рулем никого не было, машина была в сугробе. Какой руль? Вы что? О чем вы? То есть вы толкивали без водителя, да, получается? Да. А куда вы думаете, что машина так уехала бы без водителя далеко? Ну, на место, откуда она могла бы уехать своим ходом завтра. В такую историю инспекторы не поверили и предложили мужчине пройти экспресс-тест на алкоголь. Его результаты развеяли все сомнения. Автомобилист находился в состоянии опьянения. Теперь ему грозит крупный денежный штраф и лишение водительских прав. Если, конечно, он не оспорит это решение и не докажет в суде, что не сидел за рулем в нетрезвом виде. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Трансформаторная будка загорелась на территории стройки на улице Баки-Урманче. О возгорании пожарные узнали около 4 часов вечера. К моменту их приезда будка уже была полностью охвачена огнем. Справившись с пламенем, огнеборцы остались дожидаться на месте электриков. В результате инцидента никто не пострадал. Нетрезвого водителя, лишенного прав, с наркотиками в салоне остановили автоинспекторы на Сибирском тракте. Сперва они хотели просто проверить документы у водителя Honda Civic, но поведение 27-летнего жителя Башкирии сподвигло их на более тщательный досмотр. Что еще мужчина скрывал от стражи порядка, знает Салават Мухаммадуллин. Волкотек будем продавать? Нет. Не будете продавать, да? В больницу согласны проехать в это через день на прохождение медицинского средства в состоянии наркотического опьянения? Не поеду. Не поедете, отказывайтесь. Отказавшись давать анализы, 27-летний житель Башкирии лишь подтвердил подозрения автоинспекторов. От молодого человека пахло спиртным. Автомобиль Honda Civic сотрудники ДПС остановили на Сибирском тракте для обычной проверки документов. Но поведение водителя им показалось неадекватным. После проверки выяснилось, что водительского удостоверения он был лишен на год за оставление ДТП, в котором он сам был виноват. В отношении водителя составлен протокол по части 2 статьи 12.26 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, будучи лишенным». Автомобиль задержан и поставлен на специализированную стоянку. После проверки документов досмотрели и салон иномарки. В ней нашли 6 спичечных коробок и 19 полимерных пакетов с веществом зеленого цвета. Экспертиза показала, что это наркотики. Задержанный и сам не стал этого скрывать. Сколько было? Около 20, чуть меньше вроде. Не знаю, так точно не могу сказать. Грамм? Да. А что именно? Бошки, марихуана. В отношении молодого человека также возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Сейчас по решению суда он помещен под стражу. Салават Мухаммадуллин, Нафиса Минязова, вызов 112. Сразу 2 факта перевозки наркотиков выявили автоинспекторы на контрольном посту полиции в Верхнеуслонском районе. Оба раза запрещенные вещества находились у пассажиров. О масштабах перевозок Рамиль Шайдулин. Кто такой? Так не знаете, сумку чья? Первым внимание автоинспекторов привлек пассажир «Лады» 14 модели, остановленный для проверки документов. Он сильно волновался, и стражи порядка решили выяснить, почему. Досмотрев его багаж, в сумке обнаружили пакет с полужидкой смесью, похожей на шпатлевку. Внутри которого находится пакет прессованный с каким-то мягким веществом, тоже какого-то светлого цвета. Экспертиза показала, внутри этих пакетиков находилось чуть менее 1 килограмма мефедрона. На молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Чуть позже на том же посту остановили Hyundai. Поведение мужчины, жителя Свердловской области, полицейским также показалось странным. Что это такое, молодой человек? В рукаве его куртки обнаружили комкообразное вещество темного цвета. В сумке еще 2 пакета с темным веществом. Экспертиза показала, это 192 грамма гашиша.
По результатам исследований изъятые вещества являются гашишем общей массой 193 грамма. По подозрению в перевозке наркотических средств мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере. Кроме того, на него составили административный протокол за употребление наркотиков. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.